С таджиков снова сдирают деньги. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие штрафы ужесточены в стране. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане ужесточены штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами, которые, по мнению властей, являются одними из виновников дорожно-транспортных происшествий. Если раньше размер таких штрафов составлял от 7 до 60 самани, то сейчас верхний предел составляет уже 120 самани. В то же время некоторые пешеходы жалуются, что не во всех городах Таджикистана есть тротуары, светофоры и подземные переходы, чтобы безопасно переходить улицы и дороги. Но почему увеличены штрафы за нарушение ПДД? Мирзоамон Рафизода, заместитель генерального прокурора Таджикистана, сказал 3 ноября на заседании Нижней палаты парламента, что в этом году было зарегистрировано 826 тысяч нарушений ПДД. Из них 274 тысячи нарушений ПДД совершили пешеходы, сказал он. Предупреждения и мелкие штрафы не улучшают ситуацию с обеспечением безопасности дорожного движения среди пешеходов, отметил Рафизода. جو ہے کہ نمایاں نه مقصد نگذارن در خطر میمونند مقصد خودشونو дарунандо. В тот же день парламент внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях и увеличил штраф за нарушение правил дорожного движения до 120 самани. Таджикские законодатели считают, что увеличение штрафов для пешеходов является одним из способов сокращения нарушений правил дорожного движения со стороны этой категории участников дорожного движения. У пешеходов и водителей на этот счет разные взгляды. Беспечность, но почему? Дуньёбегим Имом Назарова, жительница столицы, говорит, что переход дороги в неустановленных местах или на красный сигнал светофора является результатом равнодушия и безразличия жителей к своей судьбе. Она отметила: «Я очень боюсь переходить оживленные дороги, это ведь так сложно, но смотришь, некоторые все-таки перебегают в спешке, бегут». По словам водителя такси Иноятула Рахматова, пешеходы во время перехода улицы не соблюдают осторожность, и это затрудняет работу водителей. Идут там, где запрещено переходить улицу, при этом подвергают опасности и себя, и водителей, сказал Рахматов. А как вы относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Однако некоторые жители считают, что к нарушению пешеходами правил дорожного движения приводит отсутствие пешеходного перехода, отсутствие или неработающие светофоры и подземные переходы. С другой стороны, по их мнению, увеличение размера штрафа не является решением проблемы снижения количества нарушений ПДД со стороны пешеходов, так как инспекторы и ГАИ могут злоупотребить этим обстоятельством. Мирзо Маризоев, житель района Шамсидин Шахин, говорит, что светофоры в Душанбе не всегда функционируют и что водители, нарушая ПДД, не пропускают пешеходов на пешеходных переходах. Он подчеркнул, что подземные переходы находятся далеко друг от друга, из-за чего жители пересекают дорогу в неустановленных местах. Власти же заявляют, что в Душанбе построено более 18 подземных переходов, но лишь немногие пешеходы пользуются ими, что приводит к несчастным случаям. Мирзоев считает, что с увеличением штрафов для пешеходов количество случаев злоупотреблений может возрасти. Люди не платят 120 самани, дают 60 самани и уходят. Мы не видели до сих пор, чтобы сотрудник ДПС кого-либо оштрафовал из пешеходов за нарушение ПДД. Или говорили, что здесь нельзя переходить дорогу. Честно, я сам такого не видел. Контроля за пешеходами со стороны инспекторов ГАИ серьезного нет. Такие утверждения некоторые дорожные инспектора считают необоснованными и говорят, что пешеходы, несмотря на их предупреждения, все равно переходят улицы в нарушении действующих ПДД, подвергая опасности свою жизнь и окружающих. Дорожные инспектора заявляют, что нарушение правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями стали более частым явлением. Но когда дело доходит до штрафов, то все начинают сетовать на отсутствие денег. Согласно официальной статистике, в прошлом году в Таджикистане в результате более чем 1100 дорожно-транспортных происшествий погибло 376 человек и 1263 получили ранения. Как вы думаете, как должна быть решена эта ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!